Добрый вечер. На ТНВ Новости. В студии Альбина Солгараева. И вот о чем расскажем сегодня. Когда на свежем воздухе невозможно дышать. Сопли текут, кашель, там рвота. Почему нижнекамцы и казанцы снова жалуются на неприятные запахи, разбирался Салават Мухаммадулин. Добро пожаловаться! Как говорится, никто не решает, а оттуда все решается. Как народный контроль жить помогает, узнал Дмитрий Аринин. Дети в центре конфликта. Муж зацепился и говорит: увезите меня отсюда, я не могу больше. Соседи обвиняют семью в жестоком обращении с приемными детьми. С Агрызского района Альбина Минибаева. О пожарной безопасности предупреждают с высоты птичьего полета. Внимание! В лесах Республики Татарстан сохраняется высокая пожарная опасность. Опасные участки в Татарстане увидел Иньяз Рахман. Химия запаха или феномен Нижнекамска. Вот уже третий раз за лето нижнекамцы заявляют, в городе буквально нечем дышать. Сегодня утром десятки звонков обрушились на экологическую службу города с просьбой выяснить наконец-то причину зловоний. О ситуации доложено президенту республики. Что это, массовый самообман чувств или что-то реально не дает Нижнекамску вздохнуть, разбирался Салават Мухаммадулин. Сопли текут, кашель, там рвота и так далее. Это у внучки, дочки. Окна закрыты, из дома ни шагу. На так называемом свежем воздухе дышать невозможно. В селе Барок неприятный запах стоит уже сутки. Вот он часто появляется ночью. Ночью, видно, выбросы производят на чистых. Ветер есть оттуда. Значит, этот запах есть и у нас в селе. Если запах добрался до села, то о городе и говорить нечего. У нижнекамцев одни эмоции. Соцсети завалены жалобами. Горечь в горле, головные боли и тошнота. Это просто ад. У нас голова болит до невозможности. Жалобы идут и к экологам. За сутки 26 обращений. Получаем оперативные сводки. Мы держим этот вопрос на особом контроле. И также глава Нижнекамского муниципального района также взял под свой личный контроль данный вопрос. Сегодня ночью и утром экологи уже взяли 12 проб. По предварительной информации, в воздухе превышение бензола, таулола и этилбензола. Причем за это лето это далеко не первый случай, когда татарстанцы говорят, что им нечем дышать. Вчера Казань говорила о запахе хлора. Несколько адресов, порядка 10, отобраны пробы атмосферного воздуха. По предварительным анализам превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено. В июне задыхался Заинск. Жители жаловались на убийственный запах. Но экспертизы Роспотребнадзора тогда тоже не выявили превышений допустимых концентраций. Когда запах есть, а причины его нет, возникает риторический вопрос. Как же так и куда делись примеси? Ответить на эти вопросы смог бы, например, новый закон Госдумы о системах автоматического контроля выбросов в атмосферу. Депутаты предлагают каждой трубе на вредных предприятиях поставить счетчик. Он напрямую будет передавать информацию в Росприроднадзор. Кто и сколько вредных выбросов отправил в атмосферу, будут контролировать круглосуточно. Все крупные предприятия-загрязнители уже с Нового года обяжут установить счетчик на каждую трубу. Счетчики будут говорить о том, что есть какой-то сигнал о выделениях, это будет зафиксировано. Поэтому это будет предмет для разговора. Есть у нас, скажем, органы контролирующие. Для них это будет определенный документ, предмет работы. Предприятия будут контролировать свои выбросы. Соответственно, уже они с превышениями не будут допускать превышения предельно допустимых концентраций. Так, возможно, исчезнут и вопросы горожан, кто же мешает им дышать нормально. Салават Мухаммадулин, Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Жалобы на зловоние есть и в народном контроле. О работе этой системы сегодня говорили в аппарате уполномоченного по правам человека. С этого года татарстанцы смогут не только сообщить о проблеме, но и поставить свою оценку по результату заявки. На что чаще всего жалуются и как им помогают, Дмитрий Аринин. Вот так после прорыва канализации выглядел двор во дворе 57-го дома на улице Большая Красная. Как видите, сейчас, после обращения в народный контроль, эту проблему устранили. А этим бетонным блоком закрыли проблему открытого люка на улице Шамиля Усманова. На помощь местным жителям тоже пришел народный контроль. Ну там же дети играли, опасно было просто. А потом авария была, аварийщики сделали, и вот этот
Закрыли. Возле же детсада «Ручеек» свалили хоть в плотину городи кучу бревен и веток. В уборке пока тишина. В этом году о проблемах через народный контроль сообщили более 30 тысяч раз. 70% обращений решены положительно. Чаще всего просят о благоустройстве территорий, ремонте дорог и решении неурядиц ЖКХ. Самые активные пользователи – жители крупных городов. Можно как-то контролировать то, что, вот, как говорится, никто не решает, а оттуда все решается. Полезу все равно. Раньше как-то не было этого такого всего. Но для молодежи это удобно, а для старшего поколения не очень. Неразрешенными в основном остаются проблемы, требующие крупных финансовых вложений. Сегодня кураторы информационной системы призвали чиновников-исполнителей не медлить с работами и в трудных случаях информировать о стадии дела. Как можно меньше проводить переадресацию этого срока, переназначение сроков исполнения. Коллеги, рекомендую всем, вот при том, что заявка поступила, пусть 16-17 год, нам надо обязательно писать промежуточные ответы, что вот за этот период сделано. Подстегнуть работать быстрее и качественнее должна новая опция народного контроля. До конца этого года хотят запустить бальную систему. Татарстанцы смогут выставить оценки по итогам заявки. И в разрезе районов, в разрезе органов государственной власти представлять. Ну, например, вот Минздрав получает статистику, какой ЛПУ как качественно работает. Делают, наверное, определенные организационные выводы. Чтобы избежать оргвопросов, адресанты заявок должны выполнить на хороший результат более половины обращений. Дмитрий Айринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. По факту падения школьницы на заброшенной стройке в Челнах возбуждено уголовное дело. Напомним, 31 июля девочка вместе с друзьями решила обследовать недострой. В итоге она сорвалась со 2-го этажа. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшую в состоянии комы доставили в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящий момент опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Настоящая драма разыгралась в селе Мукшур Агрызского района. Соседи обвиняют семью в жестоком обращении с приемным ребенком. Они утверждают, что 16-летнего мальчика родители заставляют пасти скот в жару и плохо кормят. Но вот руководство села и администрация района считают, соседи в своих разборках с приемными родителями ребенком лишь манипулируют. Как в деревне развернулась история, которая держит в напряжении так же, как и бразильские сериалы. Альбина Минибаева. Почему я задала вопрос, где Фанзиль? Вы мне ничего не ответили. Я же переживаю, вы же представитель. О судьбе соседского мальчика Фанзиля Альбина Мерзлякова переживает как за своего. Уже неоднократно обращалась в исполком Агрызского района. Просит забрать его из приемной семьи. Якобы в феврале он ворвался к ним. Муж зацепился и говорит, увезите меня отсюда, я не могу больше. Я говорю, что случилось? Меня, говорит, бьют, меня унижают, меня оскорбляют. Вот он, спит в этой постели. Именно к этим родителям вопросы у соседей. У Диляры и Арата 4 ребенка родных. Еще 2 они усыновили в 2007 году. Старший из братьев совершеннолетний. Живет он самостоятельно, отдельно от них. Младший Фанзиль под опекой. Сейчас он проходит реабилитацию. Мальчик со сложным диагнозом. У него психические отклонения. Он уходил и обратно сам приходил, потому что он как бы больной человек. У него в голове вот, что взбретется, что подумает, он это сделает. Из-за диагноза мальчика обучает на дому учитель Насима Габдулина, который часто бывает в семье, считает обвинений соседей безосновательными. Всегда аккуратно, чисто. Они очень работящие люди, так по себе. И ребенок всегда аккуратный. Приемная мать Диляра Гизатуллина каждый месяц получает больше 5000 рублей по уходу за ребенком. Все деньги переводят на личный счет Фанзиля. В семье уверены, на них наговаривают. Они приехали из города, а мы же деревенские. Да, у нас из-за коров постоянно течет моча. От этого и неприятный запах. Но это же конфликт из ничего просто. Соседский мальчик, их свой, Айдар, нанес 9 ножевых ранений моему старшему брату, за что он сейчас отбывает. Это уже другие соседи Гизатуллиных. Они не понимают, как опека не забрала приемного Фанзиля из семьи после этого инцидента. Малайлар не являются законными представителями, то есть родители являются законными представителями по отношению, поэтому к родителям никаких мер не принимается. Балаларны койтмасам да.
Просто издевательство баларно. Детей нельзя здесь оставлять. У меня сердце разрывается, когда я смотрю на него. Мы приезжаем на машине, они на поле, мы приезжаем обратно, они еще на поле. С утра до вечера работают ребята. Работают. С ребятишками местными они вообще не играют. Их не выпускают сюда родители. И мы приехали, ребенок их собирает, работает, собирает вишню, да, это он без дела не сидит. Он вместе с Ванзилем пасет, значит, это скотину. Не вместе, по отдельности они каждый. То есть не получается так, что родной ребенок сидит, а того заставляет работать. Фанис, сидя передо мной в кабинете, говорит совсем противоположное про соседей и просит убедительно, чтобы его вернули к родителям. В опеке считают, приемных родителей не за что лишать прав. Внутри семьи драмы нет. А вот между соседями непримиримая вражда, говорят специалисты. Складывается впечатление, это мое личное впечатление, что конфликт между соседями, а ребенок становится буфером. Вот сейчас он 9 классов окончил. Сейчас он поедет учиться у нас в Сарапул, скорее всего. Там он будет жить, там он будет учиться. Но будут каникулы, куда он приедет? Или он должен в интернате один оставаться? В этом конфликте еще много вопросов, и специалисты будут разбираться, чтобы из-за претензий соседей не пострадал ребенок. Альбина Минибаева, Ишат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Агрызский район. Если у вас есть о чем рассказать, на что пожаловаться, а может наоборот поблагодарить, ждем ваших звонков по телефону 570 50 17. Предупреждение с высоты птичьего полета. В Татарстане сейчас 4-й уровень опасности в лесах, и Минлесхоз использует все возможности оповещения. Сегодня в воздух подняли специально оборудованный самолет с громкоговорителем. Это Ан-2. Голос с небес услышал и Нияз Рахман. Традиционный для пилотов от винта и самолет готов для взлета. Миссия сегодня особенная, и она выполнима. Алькеевский район, базарные атаки. Именно отсюда мы поднимемся в воздух на этом самолете Ан-2 и облетим более 10 районов нашей республики. Профилактика с воздуха и метод весьма эффективный, говорят сами специалисты, ведь для этого специально оборудовали самолет. За штурвалом опытный пилот Александр Яковенко, а рядом Нияз Тазмиев, представитель Министерства лесного хозяйства. Именно его голос слышать с высоты птичьего полета. В лесах Республики Татарстан сохраняется высокая пожарная опасность. Особую зону определили заранее. Под особый контроль сегодня попали сразу 10 точек на карте Татарстана. Ан-2 пролетает над Алексеевским, Алькеевским, Лаишевским и Сабинскими районами. У нас в республике 3 маршрута. Значит, мы сегодня летим по самому короткому маршруту. То есть это наиболее горимые пригородные леса, где в основном хвойные молодняки, где много населения отдыхает. Голос с неба должен быть услышан, поэтому пилоты держат самолет на одной высоте. Над населенными пунктами она не превышает 300 метров. Такой профилактический метод успешно работает в республике более 7 лет. И за это время в Татарстане не было ни одного крупного лесного пожара. Сегодня за 3-часовой полет очагов возгорания не выявлено. Правда, в одном из населенных пунктов обнаружили горевший мусор. Именно такой взгляд с высоты и позволяет увидеть четкую картину и зафиксировать нарушения. Также проводится космический мониторинг наших лесов, космический мониторинг пожарной опасности. Благодаря авиапатрулированию мы выявляем не только возгорание, пожары, но и несанкционированный сброс мусора. Бывает даже случаи, выявляли незаконные рубки. В этом году у летчиков расписание 100 часов таких профилактических полетов. Главное, чтобы голос неба услышали жители населенных пунктов. Совершил посадку в поселке Базарные атаки. Нияз Рахман, Игорь Романов, ТНВ, Алькеевский район. Пульс уборочной страды сегодня замерили новошишминские медики. Они отправились на поля к комбайнерам. Сейчас там самая жаркая пора. Дорог каждый день, и хлеборобы уже с понедельника буквально не выезжают с полей. Сергей Хайдаров убедился, что их здоровью ничего не угрожает. Сегодня фельдшеров Новошишминской районной больницы ждут не рядовые вызовы по домам, а самая настоящая работа в поле. В расписании медиков проверка состояния хлеборобов. Поля комбайнеры вышли еще 4 дня назад. Идут с опережением графика уборочной, но на такой жаре недолго и перегореть. Я буду снимать сейчас электрокардиограмму. Эта передвижная станция скорой помощи оснащена всем необходимым оборудованием. На такой машине медики объезжают все хозяйства по 2-3 раза в неделю. На сегодняшний день осмотрено более 200 человек, работников поля. В 10 случаях было незначительное повышение артериального давления.
Пока ничего серьезного, говорят врачи. Сами комбайнеры на работу и жару тоже не жалуются. Для Искара Назипова это уже 20-я уборочная. Впервые за руль комбайна сел еще в 17. Говорит, с тех пор техника изменилась и работать можно даже в зной. Мы не замечаем, у нас кондиционер там в кабине. Нормальная температура. Сегодня под руководством одного из самых опытных комбайнеров я тоже знакомлюсь с этой профессией. Надо сказать, что она совсем не выглядит такой уж и легкой, потому что нужно на протяжении долгого времени держать концентрацию. Ну и вообще они работают начиная с 6 утра, иногда задерживаются до 11 вечера. Не забывают и о хлебе насущном, обедают 2 раза в день. Борщи варим, щи варим, вермишелевые супы. Для них и концерты прямо в поле. Ваши выступления повышают урожайность? Надеемся, что да. Мы способствуем этому, чтобы их настроение улучшилось, чтобы они, когда обедали, немножко отдохнули. Впереди у хлеборобов еще много работы, но обещают управиться за месяц. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Новошишминский район. Это новости на ТНВ и далее в программе. Обещанного 2 года ждут. Площадку хорошую, с оградами, конечно, чтобы мяч и ворота с сетками. Когда исполнятся мечты маленьких нижнекамцев, Светлана Звонарева. В рядах крылатой пехоты и в 93. Я как сокол, как мы прыгнем, летим. Земля вон, 2 километра летим без парашюта. О старейшем десантнике Татарстана Салават Мухаммадулян. Некоммерческим организациям республики выделят 35 миллионов рублей. На деньги могут претендовать те, кто реализует социально значимые проекты. Сегодня в Общественной палате республики рассказали об условиях конкурса. Номинаций 10, направлений 2. Это развитие институтов гражданского общества и создание условий для повышения качества жизни граждан. Заявки принимаются до 11 сентября этого года. День Единой России, у нас такой большой выездной день. Общались там в том числе и с теми, кто получил эти гранты, интересовались, как они реализуются, давали консультации тем, кто хотел бы продолжить реализацию этих грантов и участвовать в этом году, в этом конкурсе. Вообще очень интересная идея. В Нижнекамске ищут грант на детскую площадку. Самое интересное, что деньги уже есть, их выделили, и это 600 тысяч рублей. Однако площадки нет уже 2 года. Сегодня жители спросили об этом у представителей исполкома. Ответ услышала Светлана Звонарева. У нас очень опасная горка. Всегда, когда скатываешься, можно поцарапаться. Это детская площадка как привет из прошлого. Футбольные ворота еще с советских времен, старая железная горка и такие же качели. Не место для детских игр, а скорее экстремальный парк. Для меня это не площадка. Это всего лишь ровный газон, где можно летом немножко прогуляться, походить. А в остальное время года здесь, я считаю, что даже и опасно. Опасения Гульнары не напрасны. Помимо ржавых конструкций, со всех сторон территорию окружает оживленная дорога. Новый современный детский комплекс должен был появиться здесь еще в 2016 году, когда Совет общественных самоуправлений выиграл грант в 600 тысяч рублей. Часть денег должна была пойти на приобретение новой площадки. Сказали, весной, как снег растает, так мы сразу установим площадку. Весной снег растаял. Я звоню, чтобы начали устанавливать. Ну, сказали, что наша детская площадка ушла куда-то. Куда ушла площадка и где деньги? Эти вопросы жители решили поднять на собрании. Людей успокоили: деньги есть, площадка будет. Почему так долго тянули? Как нам объяснили в исполкоме, причин несколько. Это и вопросы, связанные с проведением аукциона на строительство, а также очередность. Пока площадки строят в других микрорайонах. В этом году нам торжественно исполком поклялся, что детская площадка осенью где-то через месяца-полтора будет. А также уверили, поставят и заграждения. Сбудутся ли обещания, проверим через месяц. Светлана Звонарева, Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. Оценивать работу глав еще и потому, как в регионе сохраняют историческое наследие. Такие предложения сегодня звучали в Елабуге, где Общероссийский народный фронт провел конференцию о культуре и духовности. В республику на 2 дня приехали делегаты из 20 регионов страны. На форум был приглашен и специальный гость, активист ОНФ, режиссер, народный артист России Андрей Соколов. То, что здесь происходит, то, что здесь увидено и услышано, те предложения, те идеи, которые были озвучены, я думаю, что они будут иметь реальное абсолютное воплощение. К другим темам. Выиграли 200 тысяч рублей на путешествие. Стали известны имена победителей акции от компании РМ Агро.
Уважаемый Евгений, разрешите вас поздравить с выигрышем. Большое спасибо. Спасибо большое. Для семейства Бусаревых эти поздравления – неожиданность. В акциях они никогда не побеждали. А тут дарят 200 тысяч рублей, да еще и в студии ТНВ. Говорят, всему этому обязаны собственному вкусу. Продукцию компании РМ Агро семейство покупает давно. Отправили пару СМС с промокодами, и вот они уже в числе первых победителей. Приятно, сначала даже не поверилось. Потом уже, когда уже непосредственно стали общаться с сотрудниками компании, то уже потихонечку верим. Но я до сих пор, честно говоря, не верю. Такие подарки РМ Агро дарит в честь собственного юбилея. Компания из Мамадыша работает на рынке колбасной продукции уже 20 лет. Поставляет свой продукт не только в районы Татарстана, но и Башкирию, Чувашию и регионы Приволжского федерального округа. Решили провести акцию среди покупателей в знак благодарности, то, что они с нами, с нашей компанией покупают нашу продукцию. Конкурс идет до 31 августа. За это время определятся еще 2 обладателя 200 тысяч рублей. Розыгрыши призов производятся ежедневно. Всего 931 подарок получат покупатели продукции от компании РМ Агро. Сегодня на улицах десант голубых беретов. В стране отмечают День ВДВ. В этом году службе исполняется 88 лет. День ВДВ – это всегда гуляние, шествие, выступления и, конечно, фонтаны. Уже с самого утра десант гуляет. В Казани первым местом встречи стал парк Горького, где воздушная пехота возложила цветы к вечному огню и поздравила своих ветеранов. Отмечать День десантника приходят с семьями. Так, песни о том, что синева расплескалась и возгласы «Слава ВДВ» звучат сегодня и в Нижнекамске. Здесь десантники собрались на митинг возле памятника воинам, погибшим в вооруженных конфликтах. После минуты молчания возложили венки и цветы. Челнинские голубые береты собрались сегодня возле мемориала «Родина-мать». В одном строю и молодежь, и ветераны. После поздравительных слов уже традиционная минута молчания и цветы к вечному огню. Их не отпустит небо даже спустя десятки лет. Тому пример уникальной истории Павла Клетнева. Участник войны, он воевал под Ленинградом, освобождал Европу, прошел десятки сражений и до сих пор, как впервые в 43, он не может забыть ощущение свободного полета. Старейшему десантнику республики уже 93. Свой очередной прыжок он посвящает ВДВ. Уверенный шаг, и вот он, миг свободного полета. Высота 4 километра, для него словно аттракцион. Это Павел Клетнев, старейший десантник республики. Ему, вы не поверите, 93. 9-й прыжок. 9-й. А первый прыжок когда сделали? В 43-м году. Он ушел на фронт в 1942-м. Участвовал в попытке прорыва блокады Ленинграда, воевал у Ладожского озера. Через год его направили в десантные войска. Павел Кузьмич освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Никто, кроме него. И в 88 он вернулся в небо спустя 69 лет. Никакого я страхующего шла. И вот беседую с вами, говорит, а вы по земле не боитесь ходить, упадет тоже. Вот мне такое вдохновение, что я меня ничего не болит. Я здоровый. И доказывает это Павел Кузьмич не словом, а делом. Как оставаться преданным небу, поддерживать здоровье и прыгать даже в 93, он рассказывает кадетам школы-интерната имени героя Бориса Кузнецова. Рады, что он приходит к нам, еще бы почаще наоборот. Вот, и дай бог, чтобы он еще дальше совершал прыжки. Я для них наставник, они как зайцы все слушают. Я говорю, трусы, ну кто трус? Нет, никто. Все будем прыгать, все будем прыгать. Я говорю, парашютисты только мужественные люди, кто трус, пускай не занимается. Как настоящий десантник он готов прыгать и без инструктора за спиной. Но на подстраховке настаивают друзья и родные. Только на бумаге Павлу Кузьмичу за 90, а в душе все те же 20. Я никакого страха не ощущаю. Я в этом отношении спокойно. Вот. Тем более, ко мне все прохожу, давление проверяю, все. Физическое состояние годен. Я как сокол, только как мы прыгнем, летим, земля вон. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась. Салават Мухаммадуллин, Рамис Сафин, ТНВ, Казань, Менделинский район, Ульяновск.
Праздничные гуляния в честь Дня ВДВ продолжаются в Казани. И хотя в некоторых городах России решили перестраховаться и отключили фонтаны, в столице Татарстана решили не нарушать традиции. Синие береты сейчас в центре столицы на улице Баумана. И с нами на прямую связь выходит Альбина Минибаева. Альбина, ну расскажи нам, как гуляет крылатая пехота. Альбин, приветствую тебя. Мы у часов на Баумана, и это такая основная локация, где собираются ВДВшники. Для многих это праздник по-настоящему семейный. И вот рядом с нами семья Осиных. Марат, с праздником вас. Для него это профессиональный праздник. Почему для вас вот этот праздник действительно семейный? Почему ваши супруги цветы сейчас на руках? Вам, не вам? Потому что у меня моя супруга, кстати, парашютистка, родилась 2 августа. Ваш праздник? Да, в день ВДВ. Мне все прикалывают. Говорит, ты специально выбрал, что ли, супругу? Вот. Далее семейная. Сынулька мой. Я с ним год назад, через 4 дня будет год, как мы прыгнули вместе с парашютом. Я к себе его прицепил. И вот он тоже парашютист. Как тебе прыгать-то было? Очень интересно. Мы прыгали с 1500 метров, и ни капельки не страшно было. Ну, я тебя поздравляю. Второй прыжок будет? Не только второй, я планирую где-то, примерно хотя 500 прыжков сделать. Да вы что, я тебе желаю удачи. Вас еще раз поздравляю, вас с днем рождения. Альбин, отмечу, что буквально несколько минут назад ВДВшники прошли строем по Кремлю, буквально несколько кварталов. Обратно они вернулись сюда, на, скажем так, отправную точку. По плану у них было возложение цветов к памятнику Мулла-Нур Вахитова, но, как говорят сами ВДВшники, птицы они вольные, и куда птица захочет полететь, так и будет, поэтому, возможно, этот маршрут у них будет отменен. Отмечу, что многие пришли действительно с детьми и, в традиционной такой одежде, в синих беретах и в тельняшках. Предлагаю послушать, почему для них очень важен этот праздник. Что для вас День ВДВ? Встреча с друзьями, близкими, братьями. Гуляем, отдыхаем, празднуем праздник свой наш, да, друзьями встречаемся, которые вместе служили. Да, потом что, домой, да, нас собирают ВДВшники Югославии, ВДВ, Чечня, ВДВ, они помирают. Нам присоединяются ВДВшники с праздником вас. Я думаю, что в этот праздник лучше всем пожелать хорошего настроения, и вот я вам тоже его желаю. Да, всех знаете, поздравляю. Поздравляю вас. От души. По поводу шествия можно... Почему не пускают парад по Бауману, я не пойму. Да, я еще раз отмечу, что оно было отменено. Да. Альбин, отмечу, что сегодня 88-я годовщина этого праздника, и все ВДВшники по традиции ликуют. Остаемся здесь следить за событием. Альбин, тебе слово. Спасибо, Альбина. Я напоминаю, что это была Альбина Минибаева. Она сейчас следит за тем, как город празднует День ВДВ. И на этом у нас пока все. Впереди прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Соскучились по большому хоккею. Благотворительной игрой открыли новый сезон обладатели Кубка Гагарина и Альметьевский нефтяник. Эти встречи между татарстанскими клубами стали доброй традицией. Вместе с игроками в нефтяную столицу приехал и главный трофей КХЛ. Предсезонные игры в Альметьевске вызывают большой интерес у местной хоккейной публики, которая помнит земляков. Артем Лукаянов первые хоккейные шаги делал на этой арене. Долгое время играл за нефтяник, дальше пробился в основу казанского клуба и выиграл с ним Кубок Гагарина. В целом этот город подарил хоккею немало талантливых воспитанников. Игра получилась результативной. Акбарс выиграл со счетом 5-3. Но это не главное. В этом году все средства, собранные на матче, передали в благотворительный фонд. Будет мой также очередной стимул к очередной победе. Потому что я всегда после побед помню, каковы эмоции, как это трудно дается. То есть буду это всегда держать в голове. И я думаю, ребята также вместе со мной идти к этому. Тем временем в Воронеже продолжается розыгрыш финального этапа спартакиады молодежи России по стендовой стрельбе. Во второй день соревнований серебро в миксе на траншейном стенде завоевала татарстанская команда Светлана Крышининникова и Дамир Шайдуллов. В квалификации наши спортсмены поразили 137 мишеней из 150 возможных, а в финальном решающем раунде проиграли Алексею Гуляеву и Юлии Туголукову из Липецкой области. Другая татарстанская пара Екатерина Субботина и Владислав Егоров также вышли в финал, однако завершили соревнования на 6-м месте.
месте. Напомню, что днем ранее бронзовым призером в личном зачете среди девушек стала студентка Поволжской академии Светлана Крашенинникова. Воздушные гонки снова возвращаются в Казань 25 и 26 августа над акваторией реки Казанка. Между мостом Миллениум и Кремлевской дамбой пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам. В них примут участие 14 пилотов класса «Мастер» и 6 пилотов класса «Челленджер». Казань будет проводить чемпионат во второй раз. В июле 2017 года столица Татарстана уже принимала первый в истории российский этап авиагонки. Событие имело огромный успех среди жителей и гостей города. Около 90 тысяч зрителей пришли посмотреть на захватывающий дух виражи и послушать оглушающий рев мощных моторов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет солнечно, без осадков, плюс 30. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также 30 градусов тепла, без осадков. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске похожая картина. Ясно, сухо и жарко, плюс 30. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтасе синоптики обещают солнечную погоду и 29 градусов выше нуля. Жители юго-запада республики ожидает ясная погода. Столбики термометров покажут 31 градус. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше без осадков и также 30 градусов выше нуля. В субботу облаков станет больше, местами, возможно, пройдут дожди. В Казани ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха днем плюс 29-31. Ветер западный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.